Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за ваши донаты. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас, а тема такая: что и кто у вас на пороге. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на себя, назовите свое имя, дату рождения, так и спросите, кто что у меня на пороге. И давайте будем смотреть. Я думаю, все настроились. Убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, на пороге у вас какая-то семейная пара, соседи, родственники, друзья, очень хорошие и светлые люди. И тут ваш дом с хорошими новостями, с хорошими делами, с хорошими поступками. Смотрите, как у вас может быть тревоги, может быть переживания, может за них переживаете, либо в принципе какие-то ваши проблемы есть. Вот эти люди, они когда к вам придут, узнают о ваших проблемах, вот постараются вам помочь. Причем как бы и успокоить могут, и утешить, и действительно что-то важное, хорошее для вас сделать. Очень, кстати, приятно. Дальше, мои хорошие. Здесь женщина у меня выходит. Женщина, которая получает от какого-то человека с высоким положением. Вот получает, либо деньги получает, либо какие-то подарки, либо какие-то документы разрешения. Здесь не показано, что вы будете получать. Показано, что человек высокопоставленный, с высоким положением в обществе, наделенный, например, властью, возможностями. Вот вам что-то дает, вот вы получаете. Может быть, от имени этого человека вам будет оказана помощь, то, в чем вы нуждаетесь. Просто вот знаете, как... Это не то, чтобы вас выбирают, а то, что вы по каким-то, может быть, там, показателям, в какую-то категорию попадаете. Вам без вашей просьбы, скажем так, да, вам будут давать. Для вас это будет очень удивительно. Возможно, в жизни вы никогда ни от кого ничего не получали. То есть как бы всем было все равно на вас. А тут на тебе вот приходят, да, на ваш порог. Либо это будет какое-то оповещение, извещение. Либо люди придут, да, там волонтеры. И вы будете получать. Вам будет очень приятно. Так, с левой стороны у меня мужчина. Мужчина под колпаком вышел. Может быть, это ваш любимый человек. Может быть, это даже сын, брат, да, человек, за которого вы переживаете, который вам дорог. Под какой-то властью был, как под демоном ходил. Вот кто-то на него очень сильно влиял. Обычно это вот любовные треугольники, да, когда на мужчину, скажем так, заморочила ему голову женщина. Также мамочкин сынок может отыграться, да, когда мамочка мужчине морочит голову, настраивая против вас. И также человек под какими-то дурными привычками, да, он как зачарованный идет. То есть какая-то безумная любовь, да, там, к алкоголю, к азарту, к запрещеночке, значит, у него была любовь. Здесь человек изъявит острое желание, прям вот будет требовать, биться в истерике, говорит: все, я хочу жить по-другому, я хочу избавиться, например, от этого влияния, я хочу избавиться от дурных привычек. Просто вот, знаете, врывается в какой-то момент в ваш дом, например, если человек живет отдельно, либо вот просыпается в таком настроении, говорит: все, я все понял, мне срочно нужно что-то делать, лечиться, там, не знаю, избавляться, восстанавливаться. Вот просто вас ошарашит вот этой своей просьбой и вот этим своим желанием. То есть, возможно, вы потратили очень много времени на то, чтобы этого человека уговорить, там, не знаю, плакали, умоляли, упрашивали, и никакой реакции не было. А тут, пожалуйста, сам вот прям горит желанием избавиться от этого негативного влияния на свою жизнь. Вот хочется жить по-другому, хочется жить,
а не выживать, да, либо проживать свою жизнь. Вот. Вы, конечно, будете в шоке, и, возможно, даже первая мысль, что он вас разыгрывает. На самом деле нет. Это его решение, и это даже не просто решение, это как потребность. Вот человек, может быть, накануне о чем-то там долго думал, либо какую-то ситуацию там видел, слышал. Вот это чувство самосохранения, да, и желание по-настоящему почувствовать себя счастливым, да, жить полноценной жизнью. Не отталкивайте этого человека, а вот действительно помогите. Это не розыгрыш, это не шутка, это потребность этого человека поменять все в своей жизни. Также, мои хорошие, возможно, что человек, ну, если вы были там в треугольниках, наконец-таки вот к вам придет, да, скажет: все, я там все обрубил, оборвал, теперь я ваш навеки. Либо, если говорим там о маме деспотичной и ревнивой, то же самое. Может сказать, что все, мы там с мамой разругались в пух и прах, я теперь вот живу с тобой, ты моя семья. Ну, если ей нужна будет помощь, конечно же, помогу. Но вот я больше ее там не слышать, не слушать не буду. Да, вот ее там дурные советы. Вот, приятненько, девочки, приятненько, но здесь нужно вот прям поддержать его. Не скептически поднимать брови, а именно поддержать. Там, порадоваться, сказать: ой, какой ты молодец, как долго я этого ждала. Хорошо, что сам догадался, да, нужно будет поддержать. Так, идем дальше. Здесь вот какое-то предложение по какой-то покупке идет. Скажу сразу, покупка не мелкая, это что-то крупное. Может быть, даже дорогостоящее. Вы об этом либо вообще не думали, либо думали, ну, в какой-то перспективе, да, то есть когда-нибудь там через год, через два, вот буду готова, буду покупать. И тут вам кто-то предлагает, либо для вас кто-то найдет очень удачный вариант. Может быть, вы с кем-то разговаривали, да, человек там вспомнил, что-то увидел, и вам, да, значит, вот я вижу там предложение. Либо вы с кем-то будете вместе, может быть, прогуливаться по рынку, торговому центру, там случайно там, в витрине магазина увидите, да, вот какое-то приобретение идет. Это очень важная для вас будет покупка. Смотрите как. Может быть, она сейчас вам и не очень нужна, то есть вы крайне не нуждаетесь в этой вещи, ну, если мы говорим о предметах, о вещах, но буквально там в течение там нескольких там недель, да, месяц пройдет, и для вас это будет критично, вот иметь этот предмет, эту покупку, эту вещь. Будете долго думать, будете очень долго думать, но все-таки вот я рекомендую вам купить, чтобы потом лихорадочно не искать, да, не переживать и, возможно, даже не переплачивать. А у кого-то отыграется, вы, купив эту вещь, да, совершив эту покупку, вы через определенное время сможете очень выгодно продать. То есть наваритесь, почувствуете себя абсолютно довольным человеком, скажете: вот это я молодец, вот это я сделочку провернула. То есть не сомневайтесь покупать. У вас прям, знаете, как интуиция. Интуиция, и вот это ваш внутренний разум вам скажет: ну, бери, бери. Это хорошая вещь, она того стоит. Не сопротивляйтесь, покупайте. Вот знаете, как будто бы вещь это вас поманит, позовет и скажет: смотри, вот она я, бери меня скорее, пока кто-то другой меня не забрал. Значит, покупайте однозначно. То же самое, знаете, может отыграться история у кого-то о каких-то изменениях, там, может быть, это касается бьюти-индустрии, вот что-то в себе сделать, какие-то, может быть, уколы, какие-то там прически, опять же, массажи могут быть, да, спортивные программы. Вот с кем-то вы будете находиться, может быть, этот человек будет идти по этому вопросу, а вы как сопровождать будете, либо с вами человек поделится, скажет: вот я хочу там то-то, то-то себе сделать, там иду завтра в салон красоты. Вот. И у вас тоже как желание появится. Не сопротивляйтесь этому желанию, идите, вам это надо. Те услуги, которые вам будут оказаны, они будут, во-первых, на высшем уровне, а во-вторых, результат будет просто потрясающий. То есть, если вы хотели что-то в себе поменять, если вас уже утомил ваш повседневный образ, пожалуйста, прекрасная перспектива и возможность стать намного краше и нравиться прежде всего себе. То есть получать эстетическое удовольствие от своего отражения в зеркале. Так, здесь вот по левой стороне выходит человек, как будто бы который в костюме ходит, костюм одевает. Знаете, вот как шут, да, когда снимает этот костюм, там очень серьезный человек.
причем достаточно жесткий. Вот почему-то идет аналогия, да, шут и палач. Человек очень легко входит в контакт, может легко там завести разговор, общение. Вот первое впечатление, да, очень открытый, позитивный, легкий человек. Но есть какие-то моменты в этом человеке, ну, может быть, взгляд холодный, может быть, какие-то высказывания человек может вот допускать, когда прям холодок по коже идет, да, и вы будете настораживаться. Вот тут то же самое. Ваша интуиция вам четко укажет на человека, который злой, плохой, и ну, вот хорошего от него не жди. У вас с этим человеком либо встреча будет происходить, либо даже какое-то новое знакомство. Человек вот сразу к вам будет проявлять, прям, знаете, вот как фамильярность, да, то есть сразу там за руки хватает, а вам обнимашки, ой, какая ты, да, ну вот прям как прилипнет к вам. А внутренний голос будет говорить: не хороший этот человек, послушайте свой внутренний голос. И этому человеку прям так строго скажите: мужчина, да, контролируйте себя, держите себя в руках, не надо тут руки распускать и имейте уважение. Вам очень важно этого человека отшить. Потому что если он к вам пристанет, девчонки, но тут будете мучиться, с санной тряпкой будете его отгонять, и он не уйдет. Вы понимаете, вы какой-то в нем внутренний жар запалите, да, он прям, знаете, вот это желание интимного характера, и прям, девчонки, ходить будет. И он такой, знаете, он руки может распускать, вот чтобы вы понимали. А если сразу его так отшить, отбрить, да, но он так, знаете, отойдет, потому что, ну, и, кстати, самомнение у него высокое, скажет: ой, что это она меня не хочет, что это я буду ее добиваться. Поэтому вот что интуиция подскажет, то и делайте. Вот сразу говорю, человек в костюме так на шута похож, а на самом деле он как палач идет, очень жесткий человек внутри, костюмчик носит. Так, идем дальше. У вас тут еще на пороге какая-то женщина миловидная, ну такая, знаете, девочка-одуванчик. Вся такая добрая, нежная, голосочек может быть очень тонкий. И прям такая, знаете, ой, я такая ранимая, я такая добрая, я такая вот прям вся воздушная. А на самом деле она очень хитрая, невероятно хитрая. И мало того, за ней, скорее всего, даже какие-то дела плохие числятся. Начиная с того, что она может быть как воровка, да, может вот просто, да, что-то вот потянуть у вас, да, забрать какую-то вашу вещь, втереться в доверие, да, и ну как ограбить, что ли. Не дай бог, конечно, но тем не менее. Ну вот по левой стороне она идет, да, вот такой прям шапочки, смотрите, какая девочка, вся такая утонченная, что вы, зло, это не про меня. Но она с какими-то криминальными наклонностями. Вот. Эта женщина, она вам знакомая. Может быть, пару раз виделись, может быть, на работе она у вас есть, может быть, по соседству, может быть, в каком-то комьюнити вы с этой женщиной общаетесь. Что-то у вас будет, на что у нее глаз упадет, да, вот какая-то вещь, может быть, какой-то аксессуар, там, сумочка, шарфик, кошелек, опять же таки ваш, да, вот, и очень может она близко к вам подходить, да, там, прям как втираться в доверие, вы ее тоже гоните подальше. Потому что она, ну, воровка. Почему-то идет воровка. Может украсть у вас. Будьте поаккуратней. И также, мои хорошие, если кто-то приведет в ваш дом эту девушку, ну, вы сразу узнаете ее по моему описанию. Очень такая хрупенькая, скорее всего, аноректичного типа сложения, голосочек очень тонкий. Ну, вот как ребенок выглядит, да. Может быть, кто-то приведет в дом, а вы за ней следите, пожалуйста. И если что-то, не дай бог, пропадет, вот знаете, что это 100% взяла она. Вот прямо она как лезет в вашу жизнь, лезет, и причем, знаете, с целью такой нехорошей. Поэтому я вас предупредила. Дальше, мои хорошие. Здесь у меня идут посещения поликлиники, либо, ну, похоже на поликлинику, либо каких-то узких специалистов вы будете искать, может быть, у вас записи вы должны проходить. Здесь могут быть какие-то резкие изменения. Ну, допустим, вы хотели к одному доктору попасть, а вас направляют к совершенно другому. Либо у вас запись там, к специалисту, вы приходите, этого специалиста нет, вам говорят, ну вот есть там, например, тот, кто заменяет.
Вот. Не расстраивайтесь, пожалуйста, потому что вам эта ситуация идет во благо. Тот доктор, к которому вы хотели попасть, он бы либо не уделил вам должного внимания, либо не оказал вам тех услуг, которые вам нужны. А тот, кому вы попадете, здесь как счастливый случай. Вы так будете рады, вы так будете довольны, потому что и человек профессиональный, и очень внимательный, и прям, знаете, как поможет вам, подскажет, расскажет, объяснит, вот по-человечески отнесется. Очень, кстати, хороший специалист, не могу сказать, мужчина или женщина, но я как замена идет, да. Тут за вас как ангел вступается. То есть к плохому доктору вы не попадаете, хотя вы заблуждались, вы, может, думали, что там хороший доктор. А ну, как по случаю, да, попадаете вот реально к хорошему, кто поможет, подскажет, расскажет и действительно вылечит, да, решит вашу проблему. Так, здесь, кстати, обратите внимание, есть человек, с кем вы встречаетесь, не постоянно, как-то периодически встречаетесь. Может быть, это служащий банка, может быть, это действительно там доктор, может быть, вы ходите по каким-то вопросам, там, документы, бумаги. Вы обращались к этому человеку раньше, и вот у вас опять идет дорога к этому человеку. Человек не молодой, такого среднего возраста, и, скорее всего, очки, пользуется очками. То есть либо постоянно ходит в очках, либо когда там читает, пишет, там, одевает очки. Это мужчина вышел. И мужчина, который в вас давно и тайно влюблен. Вы этому человеку очень нравитесь. Возможно, этот человек не свободен, либо это человек, ну, такой, знаете, закоренелый холостяк. Какое-то странное поведение у этого человека будет. Знаете, как пытается что-то сказать и тут же сам себя отдергивает. Значит, мои хорошие, не пугайтесь, с ним все в порядке. Это эмоции, это чувство к вам. Вот его таким дурачком делаю, да, вот прям так и подумайте, дурачок, наверное, какой-то. Мои хорошие, возможно, он вас даже как попробует куда-то пригласить, либо каким-то хитрым образом будет выманивать ваш номер телефона, либо договариваться даже с вами, чтобы там, можно я позвоню, да, если будут там какие-то вопросы. Значит, мои хорошие, если мужчина нравится, если мужчина приятный, и вы не против, да, пообщаться, то здесь можно где-то подмигнуть, улыбнуться, ну, показать, да, что, ну да, ты мне типа тоже нравишься, давай попробуем пообщаться. Если мужчина вам не нравится, ну, тогда вы знаете, что делать, да, включаем режим снежной королевы, и тогда этот вопрос сам собой решается. Мужчина не посмеет нарушить ваш покой. Но вот прям какая-то комичная ситуация идет, да, общение с этим человеком. Так, идем дальше. Здесь какая-то встреча у вас идет, встреча прям, да, с человеком, которого вы знаете, но, возможно, очень давно не видели. Может быть, даже несколько людей. Там могут быть и мужчины, и женщины. Люди вас либо вообще категорически не узнают, либо будут так удивлены, насколько вы поменялись, насколько вы похорошели. Вот прям качественные изменения вас они все подметят. Тут куча комплиментов, куча позитива. Вам даже, знаете, в какой-то момент, ну, как неудобно станет, да, что вот прям они все, ой-ой-ой, какая ты красивая, какая ты классная, боже мой, столько не виделись, вот никогда бы не узнали, да, с трудом там тебя узнали. Наслушаетесь тут на несколько лет вперед, вот прям зарядитесь вот этой позитивной энергетикой, которая идет через комплименты. Не сомневайтесь в этих словах, эти люди, они будут абсолютно искренни, и вот все, что они вам скажут, так оно и есть, поверьте, вы хороши, вот во всех смыслах этого слова. Возможно, вам не говорят эти комплименты. Ну вот, получите свою дозу. Так, у кого мужчина на расстоянии? Здесь либо командировки, либо, в принципе, он живет в другом городе, работает. Здесь, возможно, от этого человека, вернее, вам от этого человека нужно ждать какой-то сюрприз. Либо вам цветы от этого человека придут, знаете, как курьер принесет. Либо этот человек сам лично приедет, но устроит для вас сюрприз. То есть, как застанет вас врасплох. Мои хорошие, не переживайте за то, как вы выглядите, что там маникюр, там депиляция, что есть, чего нет, не переживайте. Вы этому человеку
в любом виде вот самое желанное и самое прекрасное. Вот человек несет в вашу жизнь прям удовольствие и праздник. Понятно, что приятно получить шикарный букет цветов, да, от человека, который находится в другом городе, либо даже в другой стране. Либо очень приятно, что человек вот сделал такой сюрприз, приехал. Причем он не просто приедет, вот здесь как праздник идет, может быть какие-то цветы, там, подарки, не знаю, там, скрипач, который будет вам там играть какую-то романтическую музыку. Вот как-то выделится человек, прям очень яркое у вас идет впечатление от этого человека. Так, а кому-то, кстати, девочки, придет как билетик, но деньги не могу сказать, но больше похоже на билетик, либо ну, кому-то прям одному, может быть, деньги мужчина пришлет, вот, чтобы купила билетик. Возможно, вас вот пригласит куда-то, к себе, может быть, позовет, либо в какое-то место, где вы можете встретиться, вот прям отдохнуть. То есть как еще дорога у вас выпадает. Но вы будете очень рады и довольны, что именно так происходит. Так, у кого-то родственник на пороге. Родственник женщина в возрасте. Может быть, у вас какие-то с ней были конфликты, либо какое-то недопонимание, либо вы никак общий язык не могли с ней найти. Вот она едет к вам, чтобы с вами договориться. Договориться, может быть, даже в чем-то повиниться, прощения попросить. Да, у вас с ней ждет очень непростой разговор. В мыслях-то, да, она готова и она хочет, но проблема с тем, что ей сложно доносить до вас информацию, либо сложно правильно, да, говорить то, о чем она думает, то, чего она на самом деле желает. Вы, пожалуйста, принимайте все, что она скажет. Если вы понимаете, что она начинает опять путаться в показаниях, просто обнимите, скажите, что я тебя люблю, я не хочу с тобой спорить, ругаться. Давай забудем эту тему, не будем возвращаться к этому разговору, ну, как бы начнем все по новой. Неважно, кто это, ваша мама, сестра, может быть, свекровь даже. Главное здесь опять не запутаться. Не надо вот ковырять, что кто был прав, кто не прав, там, каждое слово, да, ставить под сомнение. Этого делать не стоит. Вам очень важно примириться с этой женщиной, чтобы у вас все было хорошо. Так, смотрите, здесь еще на пороге для какой-то девочки идет мужчина. Мужчина, случайная какая-то встреча у вас произойдет, либо как череда случайных встреч. Может быть, вы как в толпе друг друга увидите, потом пройдет время, вы опять как будто бы столкнетесь. Вот у вас как случайные встречи вот идут. Может быть, 3-4 встречи. Но вот идет так, что первые несколько встреч, они действительно случайные, а вот крайняя встреча, она будет этим мужчиной срежиссирована. То есть это уже он будет вас искать, уже будет пытаться вам попасться на глаза. Прям как-то запаливая в душу этому человеку. Человек будет с вами знакомиться, человек будет пытаться, может быть, как-то сблизиться. Я не вижу здесь продолжения, потому что у нас уж прям самый венец. Я вижу, что вы закрыты, что вы закрываетесь от этого человека, хотя человек очень неплохой. Почему вы закрываетесь? Я не могу понять, здесь тоже не показано, но здесь рекомендовано вам все-таки с этим человеком познакомиться, либо усилить ваше знакомство, да? То есть какое-то общение, может быть, обменяться там телефонами, там, социальными сетями, чтобы у человека был к вам доступ. Для чего это важно? Про личное я не скажу, но я скажу про какое-то дело, либо про какую-то ситуацию, где этот вот конкретный человек сможет вам помочь, что-то для вас сделать, вот хорошее, положительное. Вот вы будете в чем-то нуждаться, в какой-то помощи, в подсказке. И именно конкретно этот человек может вам помочь. Причем помочь самым лучшим образом. Вот так, мои хорошие. Не отказывайтесь от знакомств. Никто же вас сразу не заставляет делить постель с этим человеком, либо там замуж выходить, детей рожать. А просто пообщаться, ну, это нормально, ничего плохого в этом нет. Так что так, мои хорошие. На этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.